Открывая совещание, первый вице-премьер Беслан Джопу отметил, что цель данной встречи – выявление проблем защиты растений для их дальнейшего решения. Начальник службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герри рассказал о работах, проводимых в предыдущие годы по борьбе с мраморным клопом. Больше всего от насекомых-вредителей пострадали цитрусовые и деревья ореха фундука. В 2017-2018 годах практически 80% урожая ореха было уничтожено. В прошлом году, благодаря своевременной обработке орешников, ситуация изменилась. Но помимо клопов, большой ущерб ореху наносят и грибковые заболевания. До конца текущего месяца будут проведены работы по химической обработке всех растений сельхозназначения. Но для обработки ореха нужны фунгициды. Их сегодня в Абхазии нет. Чтобы обезопасить орех от потери разного рода гнилями и мучнистой росой, нам нужно провести фунгицидную обработку. Обработки проводятся одновременно. Преследует цель остановить распространение клопа, и добавляется препарат, который искореняет прорастание спор грибка. Сейчас решается вопрос с тем, чтобы приобрести необходимое количество фунгицидов. На сегодняшний день их в Абхазии нет. У нас есть связи с коллегами из Российской Федерации, и Российская Федерация оказывает нам помощь в приобретении ядохимикатов, и есть договоренность руководства Абхазии с руководством России, в частности, договоренность между министерствами сельского хозяйства, по которым мы очень надеемся, что эта позиция будет профинансирована. Немало работ были проведены и по защите пальмовых насаждений от разных вредителей. Всего в Абхазии произрастает порядка 3000 видов крупноствольных пальм. Благодаря своевременной обработке в прошлом году ни одна пальма не подверглась вырубке. Работы по лечению пальм будут продолжены, отметил председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава. Беслан Джопу поинтересовался у эколога, как ведется работа по пресечению бесконтрольного улова рыбы в реках Абхазии. По словам Читанава, отследить всех, кто ловит ценную рыбу, сложно. По его мнению, стоит наложить мораторий на улов рыбы на 3 года. Я вносил предложение о вводе моратория на все виды охот, в том числе и рыбалку, на 3 года на территории Абхазии. Но, к сожалению, пока мое письмо вернулось ко мне с резолюцией привести более весомые аргументы, там, обосновать и так далее. Я это говорил и президенту, и соответственно, мы будем дальше прорабатывать этот вариант о запрете любой охоты на территории Абхазии, включая и рыбалку. 3 года, я уверен абсолютно, что 3 года будет достаточно для того, чтобы восстановить популяцию как в воде, рыбные ресурсы, так и копытные животные, млекопитающие и все прочее. Начальник государственной службы по карантину растений Аркадий Джинджа сообщил, что в ближайшее время на государственных границах откроются специальные лаборатории, благодаря чему можно будет обнаружить насекомых-вредителей при перевозке товаров. Наши инспектора фитосанитарного надзора, они постоянно проводят обследования и отбирают образцы и присылают сюда. Слава Богу, у нас уже есть лабораторное оборудование, которое может обеспечить всеми новейшее оборудование. Мы даже предусмотрели уже экспресс-метод лаборатории на границе, потому что когда грузы проходят оттуда, ну, частные там машины. Нет, стационарная небольшая. Но мы-то раньше, несколько лет назад, только у нас было 70-х годов вот эти микроскопы старые. Но сейчас мы можем похвастаться, что все-таки у нас есть. Да. И мы как раз вот к сезону, до цитрусового сезона, мы это установим на одной границе, на той границе. Карантинные ограничения помешали своевременной диагностике туберкулеза и бруцеллеза у мелкого и крупного скота. Но все же эта процедура будет проведена, сообщил начальник государственной ветеринарной службы Роман Джопуа. У нас есть средства, значит, по государственной программе закупаются и вакцины, и диагностический материал, значит, по отношению к 5-6 заболеваниям. Согласно плану ведется работа. Подводя итоги совещания, первый вице-премьер Аслан Джопу отметил, что в борьбе с вредителями необходима слаженная работа. Он также подчеркнул, что со стороны государства будет оказана помощь и поддержка в проектах, нацеленных на развитие сельского хозяйства. Будем способствовать, чтобы в дальнейшем оказать помощь нашим крестьянам, в основном нашему селу. Я хочу вам сказать, что у нашего сегодняшнего руководства намечается
большие вот проекты, связанные не просто на словах по аграрии, по селу. Это вот напрямую с вами всеми связано. За это именно про сельхозпродукции, по предприятиям, по перерабатывающим. И поэтому средства будут изысканы. И мы будем заниматься. Вот я хотел бы, чтобы иметь вашу поддержку, вот еще несколько служб, которые будут этим заниматься, для того, чтобы мы смогли действительно вот какую-то пользу оказать нашему селу. Таким образом, на данный момент первоочередная задача по защите растений – это своевременная их обработка лекарственными препаратами, что и будет сделано до конца текущего месяца. Алика Трапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.